Друзья, всем привет! Вы смотрите Найза Дай подкаст. Сегодня у нас в студии Фаниль Рафиков, чемпион Fight Nights и Лиги Найза. Фаниль, привет. Здорово. Дидар Сарбас подкаст. Всем салам алейкум. У нас сегодня будет секретный гость, о котором вы узнаете чуть позже, если досмотрите наш подкаст до конца, или если вы примотаете на этом моменте, просто увидите, кто там сидит. А может быть, кстати, будет на заставке вообще этот человек. А может, будет замена. А может, и замена будет. А может, на заставке будет такая тень. Черный. Ну, Псайбот. Да? Что-то да будет. Будет интересно. Но для начала давайте обсудим турнир Найза 64. Первый турнир за историю моей работы в Найзе, который я посетить не смог по семейным обстоятельствам, но был. И ты, Фаниль, и ты, Дидар, был. Вы оба комментировали. Так что хочется послушать ваши вообще впечатления о турнире. Как вам? Где ты первый говори? Ну что, Вы уже если типа так честно... сработали, что ты ему уже указания даешь, типа ты первый говоришь? Ну, первый, старший. Ну, честно, турнир меня удивил. Он, видите, у меня голос даже немножко похрипывает, потому что я там кричал как не в себя. Мне турнир супер залетел. Наверное, последний турнир, который мне прям очень сильно зашел именно в Найзе, вот прям, который я, вот не считая, конечно, там где-то выиграл пояс, но именно сам турнир по впечатлению вообще прям, я был супер доволен. Особенно с боя Кабдрахманова. Я прям был под впечатлением. Конечно, чуть-чуть подпортил тот факт, что Вандерлей долго не мог встать, немного прийти в себя. Я там запереживал, за него. Прям такой, вроде обрадовался, и так раз, и что-то стою, он не встает, там куча людей. Я уже скорую позвали, он до сих пор лежит. У меня там волнение, думаю, что за фигня, как так, когда там, что случилось? Потом начали на носилках выносить, я такой, ё-моё. Ну, вроде так смотрю, он, получается, прямо мимо нас проходил, я около комментаторской, и смотрю, вроде шевелится. Тебе. Все нормально, брат. Обратная сторона ММА. Да, и вот тогда я вроде более-менее успокоился, что, он, главное, пришел в себя. Вот. Ну, я Бигжан Абылкасым хорошо показал себя. Запрещенное колено в стиле Петра Яна даже было. В этом турнире было все. Да, Багдад Жубаныш хорошо себя показал. Такой... Вот, кстати, я в этом моменте поймал на мысли, наверное, что в их весе, наверное, нужно нокаутировать именно в корпус. Как думаешь? Не знаю, это там Бага на данный момент, правда, один из лучших, наверное, в мире в этой весовой категории. Хотя в первом раунде-то он встрял, на самом деле. Да, и вот у него всегда сюжет один и тот же, и, конечно, надо работать над этим аспектом, чтобы быть в фокусе, быть, настороже, можно так сказать, потому что, накопительный эффект удара имеют свойство такое, поэтому, надо работать над тем, чтобы не пропускать, потому что, да, звоночек был. И звоночек был такой, что если он этот момент переживет, скорее всего, тому сопернику уже будет очень тяжело, потому что Бага от раунда к раунду набирает, как по накатанной он работает. И, вот этот нокаут тут, чисто на опыте, на мастерстве. Не по накатанной, а по нокаутной. По нокаутанной. Это шутка была. Так, а, кстати, у Баги есть какой-то никнейм? Кто-то знает? Нет, вроде нет. Надо сделать никнейм камбэк. Камбэк, да. Предложи официально. Бага, сделай официальный никнейм камбэк. Предложил. А так, да, Нурбек Абдрахманов удивил своим IQ, насколько... это не был лаки-панч, это была подготовленная работа, именно хайкик подготовленный, просто сам, да, чуть-чуть Вандерлей еще, можно так сказать, усилил этот удар своим движением вперед. Да, было, правда, волнительно то, что долго в себя не приходил, но благо, специалисты, врачи быстро сработали, вывели его, и уже, когда вывели его с площадки, он пришел в себя, в принципе, и не такой сильно страшный нокаут был. Кстати, говорят, он съездил в больницу, даже сотрясения нету. Да. В раздевалке он сидел уже, когда он пришел в раздевалку, я так заходил там, уже улыбался даже, так скажем, такого... Они на португальском разговаривали, я не понимаю, но, видимо, его так немножко успокаивают, и он так раз... Авторшок, походу, просто бывает такое. Да. Быстрая история не связана с боями. У меня друг один на сноуборде катался, но он на лыжах катался, я на сноуборде, упал, и забыл 2 дня предыдущих. Да, такой Он был. сломал ключицу и головой ударился, и забыл 2 дня предыдущих. В шлеме не катался, так что катайте в шлеме. В шлеме. Скорее всего, может, и у Вандерлея. Был бы он в шлеме, было бы все в порядке.
особенно в таком железном, да, как у сноубордистов. Шутки мешанные. Ну, регламент... Соскучился сразу, видимо. Да, я соскучился по тебе. 10 дней кайфовал, работал, не кайфовал, работал. Да ты уже проговорил. Кайфово работал. Кайфово работал. Видно, Да, видно по загару, да, насколько я... ты работник. Да. Не, ну, кстати, оргкоманда Фанили очень сильно похвалила. Там что-то надо перетаскать в Фаниль вообще, там раз пойдет, октагон Причем соберет. его, знаешь, никто не хвалил за то, что он хороший ведущий, там, хороший тренер. Боец Но таскает он реально. Вещи таскает, пипец, реально. Боец так. Я, кстати, скоро буду переезжать в Фаниль на связи. На связи одной. Ты расценки знаешь мои? Кола, типа, бургер. Кола? Я не пью колу уже год. Бургер. Бургер нет. Мороженое, брат. Просто руку пожать. Там Вахтау решала сердечко? валюта мороженое. Миша, слышь? Деньги. В этом Вахтау решала валюта мороженое. Пошли что-нибудь сделали, хоп, мороженое, пошли, похавали. Окей. По Балкасыму что стоит сказать? Я, если честно, считаю, что немножко преждевременная была концовка. При этом... Помнишь, да, Бой? Вот сейчас Да, вспоминаю. Тикио. Да, я же... было. Одно дело, как вы смотрели, вы, наверное, Ну, смотрели. Миш, я готов поспорить, это в боксе даже такие остановки есть. Всё. Потому что там, да, он голову подставил. Да, и не Он как-то стал, защищался. типа, он Да. такой играть на публику стал. Ну, блин, он очень много пропустил, на самом Он деле. там в распятии очень много пропустил. И когда он встал, я начал опускать руки. Это было, во-первых, глупо со стороны бойца так делать. То есть он уже нахватался. И то есть я думаю, что рефери правильно все сделал. По накопительной, Да, по да, общей да. картине, я так понял, рефери взял. Он потому что, пропускал-то не с паузы, я имею в виду, встал. Он встал после того, как в распятии пропустил там штук 10, встал и еще, нахватал. И, по сути, там 20 ударов без активной защиты, можно так сказать. И, я остановил. В Это боксе так часто... Шон О'Мелли, помните, бился с пацаном, который вышел на замену, тоже перекрашенный. Он тоже готов был дальше идти, пропускать в лицо, но там он урона получил еще был столько. 800 или сколько-то ударов. Там Да, 600. да, и, во избежание деменции этого спортсмена, остановили бой. Потому что, правда, потом-то его выводили с арены, его чуть-чуть, повело, как бы он не показывал, правда. Азербайджанская команда вообще интересная была у них. Стиль вообще необычный. Да, всего лишь один парень выиграл, да, вот этим запрещенным коленом. Попал он, выиграл я. Но то, что стоит отметить, что они достаточно на коротком уведомлении. Да, целая команда, большое спасибо им. И, спасли многие поединки в этом карде. Кто дрался против Елемана Чертаева? Тоже как бы им нужно... Интересный был. Это, кстати, самый реально... Полторы. Ему стоит дать бонус. Я все в телеге написал, что стоит дать бонус парню за самый необычный стиль. Да, неординарный. ведения боя. Да. Что он там творил? Оттолкнулся, да. Либо у него паника, Падал. каша такая была. Прикольно, как он сделал кувырок. Елеман сел в этот момент, он упал на него. Вот это был момент прям прикольный. То есть все три бойца с Азербайджана, они еще вышли же друг за другом. Один выиграл, то есть коленом запрещен, второй что-то кувыркался, но проиграл. И третий, кажется, все шоу сделали. Да, и Прикольно. Вот судей можно по судейскую коллегию похвалить за то, что приняли такое решение. Взяли риск на себя, потому что там гудела публика, Да. когда насчет вот этого запрещенного колена. И 5 минут 5 минут прошли вот эти определенные, которые нужны были для восстановления. Но парень, видать, сильно пропустил. Кстати, вот тоже непонятно, кого об этом спрашивают. Наверное, Нурбек Карбалу, главу лиги Найза. Кто принял решение? Нет, сейчас в UFC будут новые правила Да. с 1 октября о том, что считается партером. И как раз вот с новых правил так бить уже можно было бы. Да. А вот в Найзе, интересно, поменяются правила или нет? Да, это же вообще принятые правила. Unified Rules, опять же, лиги могут как бы свои правила. Например, там Ван свои 12, правила, 6, да. Ван свои правила, там в Райзене свои правила. В Лиге Найза, я не знаю, свои правила или нет, интересно. Да нет, наверное, вообще принятые правила, которые, я так понял, эти правила действуют, на все организации, и локальные, и общие. Я думаю... я коленом не бью, в любом положении. Кто-то просто в таком стиле работает. Там такой сильный удар был. Он просто, он вроде стоял вот так. Он сначала просто ему на попал. колени. До этого ему несколько раз попал да, хорошо, потом уже. Там были уже звоночки, что опасно бить с колена. Там уже было несколько раз. Я думал, если честно, что он не будет уже бить, потому что реально постоянно на это колено напирался. Я думаю, то, что и правила стали менять, потому что многие бойцы стали хитрить, на самом деле, да, там пальцем коснулся, ты уже, в партере находишься. Но на самом деле ты же не в партере, поэтому, это тонкая грань, которую, возможно, уже, нужно было убирать.
там история еще смешная в том, если можно назвать смешной, что 1 октября вводится правило, а 5 октября дерется Мовсар и Стерлинг. Это как раз два человека, которые этим правилом пользовались. Как раз Стерлинг типа защищался там от Петра так, а Мовсар так защищался от Алина. Алина, да. Поэтому интересно, связано ли то, что их бой как раз будет 5 октября, а правило... Ну, интересно. Еще 12-6, да, разрешили. Ну, это, кстати, вот я не знаю, не то, чтобы я часто видел, что именно ситуация Да его и позволяет. неудобно бить Вот на я про самом это деле. говорю. Ну, Если типа, Джон Джонс так с да, там ручищами. ну и на самом деле, вот, ну, типа, вот так вот бить, ну, локтем, я скажу, что не очень удобно. Ну, если ты... Ну, все бойцы и так били его. Я не знаю, почему, когда ты именно в маунте стоишь, и вот так бить считается запрещено, а когда ты бьешь сверху человека, ну, это, по сути же, положение локтя всегда идет 12-6. Не, ну, типа, что ты можешь бить там Да, но я думаю, намного опаснее вот так ударить, чем ты. Ну, не знаю, может, то, что глаз как-то, может, я тоже не знаю. Если честно, я считаю, что, в принципе, чем жестче правила, тем лучше. Я за сокер-кики, потому что как раз на единицу времени, если ты больше нанесешь, ну, в смысле, если ты побьешь так локтями, то бой дольше не продлится, и накопительного не будет эффекта какого-то. Лучше, чтобы бои заканчивались чуть раньше, чем чуть... Как в прайде ты хочешь правила? Ну да, мне нравится, в принципе. Хотя в прайде были запрещены локти. Да, локтей не было. То есть ты за то, чтобы вернули сокер-кик? Да, я не считаю, что это что-то типа такое ужасное. Типа, что... Блин, не знаю, там такая амплитуда у нога сейчас сейчас в Райзене есть, был в Прайде, никто не умер, ни у кого голова не оторвалась. В Райзене не было. Нет, кстати. Есть. Ванны все есть. Ван, окей. Ван. А в Райзене давно Что-то нет. казалось, что и в Райзене. Локти там есть. Не, в Райзене давно Ну, нет. как по мне, сокер-кики, так, как это Намного, сказать? да. Опаснее. Намного. А как, ну, а по примеру чего ты это говоришь? То есть в каком бою это было Ну, опасно? визуально. Нет, Миш, даже не визуально, даже по самой травме, если человек сейчас ударит лежачего Это ногой... если ты будешь лежать вот так вот Ну, Миш, нет, уже, на улице. я думаю, ну, даже визуально ММА потом превращается более в уличную драку. Ну, это ты считаешь, что ты лежачего ногами бьешь, но ты и вот так так бьешь. Ну, по голове это... локтями лежачего бьешь. Ну, ногами это, ну, прикинь, ну, не очень. Я еще когда стомпы, ну, не стомпы, а как эти? Стомп. Да, стомпы в голову. Это тоже это уже То есть, перебор. прикинь, там будет, возможно, будет такой прецедент, что человека вырубили, и он начнет бежать к нему, чтобы добить головой. Такого не будет. Да, блин, да почему не будет? Потому что это, типа, ты сокер-кик, типа, это не быстрый удар. Тебе надо размахнуться. Если ты уже вырубил, то сложно уже ударить сокер-кик. Ну, блин, Ты про это бои видел Руа, когда добивал ногами? Да, ну, да. это не это Ну, я не знаю, страшно. все живы после... Особенно стомпы по голове, когда он делал. Кто там, вот, там в партер кто-нибудь залетает, они начинают прыгать и сразу в голову лететь. Такой пипец страшно. Не, что еще страшно, там люди Ну идут вот, драться. ты считай, Миша не дерется, ему какая разница? Там локти, лежит. Хлеба Я и ловлю зрелищ. здоровье, наоборот, берегу. А так тебе будут просто вот так локтем на протяжении 15 минут. Здоровье. Ты знаешь, что нога намного... Я тебе говорю, что намного хуже. сильнее бьет, чем Лучше, рука. чтобы тебя вырубили Нет. быстро, чем тебе будут 15 минут локтем Смотри. в голове. А ты знаешь, что нога намного знаю. сильнее? Еще раз, один удар вот. ногой лучше. Либо ногой, 15 лучше минут ногой локтем, пропустить. Конечно. Просто еще прикол, что нога у тебя экипировка не защищена, у тебя голая. Ну, в плане... локоть? Какой Да, ты? локоть, ладно, он Не такая большая амплитуда локтя, ты понять не можешь. Не согласен. Ну, Короче, а все- как-нибудь Давайте придешь, хайкики мы оденем давайте шлем, хайкики нет, запретим. нет, мы оденем шлем на тебя, ты проверим, ты же за здоровье. А я тебе 15 минут локтем по голове буду бить. Нет, Да? давай, 5 ударов. Нет, 5 5 ударов ногой я тебе. Я же говорю, все, ты в партере. нет, ты мне ударишь. А смотри, чё? Ты мне ударишь один сокер-кик. Ну, всё, от я стучу. сокер-кика защититься тяжело, Я- чем от локтя. Почему? Ну, потому что прижаться от локтя можно прижаться к А человеку. сокер-кику ты можешь тоже поставить вот так. руку. Да? Ну, посмотрим, как тебе, когда ты будешь вот так он собирается защищаться, блядь, от Все, сокер-кика. 15 минут локтем тебя бью по голове. Ты считаешь, согласен? Когда приедешь... Связываем тебе руки сзади? Нет! Что нет? Вот так мы в положении. Нет. Ты так же Нет. лежать будешь в защитном Нет, положении. ты завязан. А почему ты вот так? Потому что- А почему ты вот так? Давайте я тоже завяжем руки, ну. Я по голове тебя 5 раз. Один раз. Не, 5. Один Почему? против 15 минут. А? Вот. Даже, видите, профессиональный боец боится локтей 15 минут. 15 минут. Ну да, это много. Конечно. Короче, всем здоровья, всем Я ни разу сокер-киков. не видел, чтобы одного человека 15 минут по локтем били. Ты видел в ММА? 15 минут Три раунда, локтем. короче. Он лег, да, и его 15 минут локтем бьют. Это в книгу рекордов Гиннесса попадет после нашего спарринга. Я попаду в больницу, скорее всего. Вот я про это и говорю, Фанит, все это время. Ну, А тут один раз... отрубился. Не было такого прецедента, что 15 минут человека локтями били. Интересно, почему же? В ММА начинается в стойке, если ты не в курсе. Окей. Что-то еще интересное на турнире было?
Очень много людей фотографировалось с Фанилем. Нет, не со мной. И очень много детей подходило, типа, ага, футболку. Да, вот. Я очень... А я видел, он удивлен. же без футболки сидел на комментаторском. Да. Потом без штанов. Потом... Уже сначала, типа, дети за футболками, девушки за штанами. Мгм. Ну, что могу сказать? Ну, очень качественный турнир по боям. Я бы 8 дал. Я и дал 8 потом, увидите. Разбор полетов. Елеман Чертаев. Оппозиция, конечно, была такая на замене. Но меня привлекает в этом парне, что он теперь идет за финишем. Но видно, человек не осторожничает. Вот все его до этого бои, он был такой какой-то вот прагматичный. Бывает, вот вышел, у него есть план какой-то. А вот сейчас видно, он даже с первого лоу-кика, кав-кик, видно, вот жесткий такой. И вот он, понял правила игры, что нужно максимально быть ярким. Вот это меня порадовало. Абулькасым порадовал то, что, рано или поздно ему нужен был такой бой. Я не скажу, насколько это тяжелый бой, но у него не получалось быть таким теперь красочным, таким ярким ударником, как когда он там выполнял санчай-кики, сокер-кики. Здесь парень ему чуть-чуть крови попил. И вот оппозиция должна у него расти от боя к бою. Да. Бился парень за кыргыз 53 килограмма за титул, тоже, в принципе, неплохой, но он на очень коротком уведомлении вышел. Вот я бы с Бигжаном посмотрел бы этот бой. Я бы уже Абулькасыма сейчас посмотрел бы с Багой, потому что, в принципе, у Абулькасыма получается 3 победы в лиге или 4 уже даже. Я думаю, вот еще... Мне кажется, рановато. Рановато, я думаю. А так, получается, за титул тоже люди же удивляются. За титул дают парню, который не дрался, а у вас есть парень, у которого 3 победы уже в лиге. Пусть я еще раз говорю, полный лагерь вот этот парень с Кыргызстана пройдет, Бигжан уже полноправный, пусть контендер. Насколько я знаю, Дорнбеку дали возможность подраться за титул за его регалии именно в любительском спорте. То есть там же, когда Бага дрался... Побежденный рекорд у него. Да, он когда Бага дрался, когда выходил на проф-арену, у него же тоже там были какие-то регалии, и потом сразу после одного боя ему дали... Трехкратный чемпион. Да, им дали сразу бой за титул, то есть после одной победы. И также с Азбек Саганом было, да, он сразу за титул дрался. То есть, мне кажется, именно по вот этим вот регалиям в основном, да, то есть, если бы, конечно... Это такая весовая категория. Где, грубо говоря, 5 человек, даже 10 нет. И, круговорот воды в природе. И, Казбек уже вышел из этого круга, перешел 57. Я думаю, нужно именно этот дивизион чуть-чуть усилить какими-нибудь азиатскими бойцами. Жандарбек будет, наверное, работать над этим дивизионом. Жандарбек скинет 30 килограмм. Да, Жандарбек скинет Не хватит, 30 килограмм и пополнит, ростер этого веса. А так, Ильжан Гасанов тоже на супер коротком уведомлении его соперник вышел. И там, правда, соперник весил где-то... Крупный, да, был? Да, 84 килограмма весил. И, грубо говоря, это был не определенная весовая категория, а open weight. Да, давно таких боев не вызвал Саралапова Наиманова. Да, закончить историю у них. У нас почти стардаун состоялся, но не состоялся. С кем? Интересно. С Ильжаном Гасановым. Ты не смотрел турнир? Я вот этот момент не смотрел. Я бои смотрел. Я же вышел брать интервью. Я выполнял твою работу, кстати, Правильно. Миш. Потом был боец Хумайон с Узбекистана тоже. Первый бой провел. Я думаю, тоже неплохое подписание. Он очень медийный у себя в стране. У него 1 200 000 подписчиков. Узбек, да? Да, узбек. Я открою секрет, да, можно же. Он и участник этого реалити нашего. Такой парень. Неплохой, очень такой хороший ударник. Вот как раз хотел у тебя спросить про реалити. Вот, А можно говорить? Да. Можно говорить без подробностей, просто как тебе... Спойлеров? Как вообще впечатление твое? Блин, думал, волнительно сначала будет все. Но мне вообще понравилось, честно. На лайте все прошло. Много интересных героев будет в этом шоу. Ты был паханом в доме? Я был... Не говори пахан. Я не говори пахан. Нет, я был тренером, капитаном команды. И я рад, что такая команда попалась у меня. Много интересных личностей. И в команде Дани было, и в моей.
Интересные челленджи были. Ну, я думаю, это в стиле Найзы мы сняли. Это реалити. Я не скажу, что там грязь Без какая-то. грязи. Да, без грязи. Там не было такой грязи, вот честное слово. Может, кому-то это и не понравится, что нет такой какой-то грязи. Драма Были спортивные такие вот, спортивное соперничество и спортивная злость между спортсменами. Это было. И были такие перепалки. Но грязи не было. Все ребята осознавали, куда они попали. Драма тоже была, там, увидите, кто-то и не хотел покидать проект. Ну, Я не знаю, надеюсь, это можно говорить. чё? У нас есть же чат общий рабочий. Ага. И Айгерим, это наш режиссер реалити-шоу, она пишет: выгоните кто-нибудь из гостиницы одного из участников. Он не хочет оттуда уходить из номера. Да. Он сидит в номере. И да, вот такие тоже случаи были. Ну, мне, благо, повезло. И... Ну, не говори пока. Нет, я по говорю, жизни? повезло. Повезло по жизни, повезло с командой. И с Даней больше пообщались, узнал я его. Конфликт вы закрыли. Да, вопросы какие-то между собой закрыли мы на этом шоу. Ну, понравилось. И я думаю, вот финал, который мы увидим 26 октября. И вы там будете драться. Да, оба будем драться. Ну, ты против будешь Донченко драться. Нет. Даня будет, типа, пояс свой защищать. Я буду свой пояс защищать. Капец, хотели сделать это реалити-шоу, чтобы между вами какой-то огонь появился, уже у вас свои пояса, у каждого свой. О, у кого? Друзья, лучшие друзья, делить нечего. Денег. Это нет. вообще что такое? Не знаю. Еще в Баттербол вместе поиграли, еще и вместе с MVP, Я, короче. кстати, первый раз играл в Баттербол, мне понравилось. Короче, у них в команде в Баттерболе был Нурбек Харабала. Сейчас перед Баттерболом, друзья, реалити-шоу Найза без грязи совсем скоро на нашем YouTube-канале. Вроде бы с 15 августа, это предположительная дата, скорее всего, с нее начнем первую серию. Увидите, ждите. Фаниль обещает, что будет интересно. Очень интересно. Особенно челленджи. Так, Баттербол. Баттербол Нурбек Харабала, Фаниль, Донченко и Магомед Кабардиев. Вот звездный состав собрался, и там было видно, как Фаниль до боя, говорю, реально как будто до боя готовился, он там уходил, всех взглядом уничтожал, и какой-то тип прицепился, говорит, давай поборемся, да? Такой, сколько он, наверное, весил, наверное, килограмм 100 с чем-то, да? 400. Пусть будет 100-400. 100-400. 100-400 по показателям. Потому что они уже вместе все поиграли, я не знаю, как они теперь будут между собой драться. Кто там, Магомед Кабардиев, как будет с Донченко теперь драться, они уже в одной команде Пояса поиграли. придумываем, короче, свои. Ну, просто у меня намечается бой. Выиграли? Не, мы проиграли, прикинь, 4-2. Ну, я играл, я выкладывался. По-моему, все, кроме Нурбека, кажется, играли первый раз. Я думал, хотел сказать, все, кроме Нурбека, выкладывались. Все, кроме Нурбека, играли первый раз, и, мне кажется, там опыта не хватило. Да нет, мы вообще, я так понял. Хотя Кабардиев, баскетболист. Я вышел бороться. Вот честное слово, я вышел и нападал на всех. Уже просто в какой-то момент своих уже там кидали. Нет. Магоб, видишь, бороться не мог. У него колено. Ну, Даня А правил. ты видел, как я за бал боролся? Да. С большим пацаном. Вот Нет. 400 килограмм. Нет. Я видел, с ним тоже было. И с ним. А было еще я до. за бал боролся. Тоже Там, видел. ну, по правилам Баттербол. Выиграл. Все, что я мог сделать, я сделал. И гол забил я. Вот подача маги была. Получается, у тебя никнейм МВП. Нет. Most Volley Player. 2 балла. Ты сказал 2-4 рекорд. Ой, Да. Most Volley Player, получается, ты. Ну ладно, Всё. понял. MVP, ну ладно. А Мага теперь Ногай. Не, мне свое прозвище нравится. Так. Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте сегодня. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира. Давайте пообсуждаем UFC! мировые новости. И UFC можно до UFC, турнир, который был до UFC, собственно, это был турнир OAE Warriors 50, под номером 51. Там двое ребят наши били. Да, дралось 2 бойца с Казахстана, дралось много ребят с России.
дрался экс-чемпион двойной Лиги One Championship Райан Деридер. Деридер выиграл, единственный. Да, в принципе, то есть такой сделали карт очень интересный для СНГ. Я смотрел. Я, кстати, как раз параллельно смотрел И на Изу, я Изу, тоже поэтому я интервью как бы и пропускал, потому что мне надо было и так, короче. Фаниль тоже смотрел параллельно вот так вот. Вот так он Он смотрел. в какой-то момент просто такой говорит, такой, Райан Деридер наносит удар. Я такой, да нет, другой. Я посмотрел Просто вот дай Руднева. голос. Руднев бился с нашим парнем. Ну, а я так понял, на коротком уведомлении вышел. Имя не знаю. Ну, не запомнил. Ну, Чимкента вроде пацан. 5-0 рекорд был у него. А у Руднева 9-0 был. Да, но это Руднева я знаю. Ну, в рамках СНГ это же самбист профильный и титулованный самбист чемпион мира вроде. Кстати, и нашей команде предлагали именно этого соперника на Way Warriors. Но вот согласился На коротком, из да? Чимкента. Да, из Чимкента. И в промежуточном весе в 73 килограмма они бились. Ну, борьба зарешала именно вот эта вот самбистская база. Стойки вроде ничего не получалось. У Руднева, ты же смотрел бы? Не получалось. Ну и вот мы с Дидаром тоже смотрели. Парень неплохо защищался поначалу. Ну вот, отдал спину и Real Naked Choke не постучал, кстати, и задушили. Ну, как-то так. Ну, молодец, рискнул, посмотрел оппозицию, да. Он вроде в 66 вообще бьется. Ну, здесь опыт зарешал. Насчет Али Кабдулы и Амру Магомедов, да. Я вот знал, что, ну, подразумевал, что преимущество Амру будет в борьбе. Но я не думал, что он стойки настолько набрал сейчас. Потому что предыдущий бой, когда он бился с Джахангиром Джамаловым, ну, там стойки вообще, ну, очень... Причем стоит отметить, что можно сказать, что Али Кабдулла это хороший ударник, прям ударник высокого уровня. У него много было боев, где он именно в борьбе уступал. Но здесь действительно пропустил 2 таких джеба, которые один, по-моему, чуть ли не нос сломал, потому что у него была такая прям на носу, я так понимаю, сечка после этого. Ну, вот джебы очень сильные были. Амру удивил вот именно в стойке, потому что, ну, в предыдущем бою ее не было. Ну, от слова не от того, что там не было. Ну, по стойке даже стойка у него изменилась. У него хороший джеб появился, хороший правый прямой. Вот правый его зацепил же, да, его 2 раза. И просто вот удивило, что, ну, типа, и в стойке даже у нашего бойца ничего не получилось. Ну, а в борьбе борьба зарешала вот в определенный момент, да. Устал защищаться. И вот один перевод. И заборол, сделал. Real Naked Choke тоже, да? Real Naked Choke. Да, вот. Но этот бой не был, да, на коротком уведомлении? Нет, полный лагерь, я так понял, проходил он. Ну, изначально. И я так понял, что ему и титульный не просто так дали. У Алита был бой, вроде он в Way Warriors все дрался. Нет, это дебют его был в Way Warriors. Да? Он просто до этого... дрался. Он до этого дрался... Просто в хайлайтах показывали, как будто что он дрался там уже. В ОАЕ, я не помню. Он до этого дрался в UFC точно, он до этого дрался в One Friday. По-моему, это был его либо дебютный, ну, не знаю, максимум 2-й. То есть он точно в ОАЕ не дрался. Ну, итог не изменить. У парня уже 2 поражения подряд. Именно от ребят со школы Хабиба Нурмагомедова. Да, крайне бой вообще в RCC же подрался. Да, и, ну, не знаю, что я могу посоветовать Алишке. Я думаю, ему виднее, в каком он направлении двигается. Ну, надо поработать. В принципе, он же вправду хороший. Я вот помню, Уровень. Жора Айвазяном бой тоже Да, шикарный. ударка у него, правда, шикарная. Он Жоре Айвазяну какой бой дал. Там еще бы бой продлился бы, Да, еще да. минуты 3. Ему, возможно, бы картина изменилась. Потом Жора уже скоро его возила. Да. Что-то, может, изменилось. Может, не его весовая категория. Может, ниже спуститься. Кстати, Жора не в 66, по-моему, дрались. Да, уже. Он раньше Али Кабдулла бился в 66 килограмм. Потом, ну, он высокий, рослый. Ну, может, легко делает вес. Просто, ну, Амру даже физически, ну, где-то технически не получалось же. Поначалу он защищался, а вот физикой видно было, напором своим каким-то переводил поначалу. Ну, опыт приобрел Али. Просто, ну, в каком он... ну, что теперь, в каком направлении он будет двигаться, я не знаю. Также будет продолжать ли в Тайгер Муай Тай тренироваться, Вот либо тоже поменяет. по поводу Тайгера. Меня недавно Саят обвинял, что я типа предвзято отношусь к Тайгер Муай Тай. Хотя я не могу сказать, что я предвзято к нему отношусь. Просто мне кажется, что действительно там против команды Хабиба плохо там тренироваться. Да и в целом, я помнишь, и в прошлый раз говорил, мне кажется, с Тайгер Муай Тай
как бы тяжело стать чемпионом. И прям если все время там тренироваться. Ну, Петя видишь, они тебе стал. скажут, там, а Петр Ян, там... Ну, не это знаю, позиции, Фатизик. да, вот, Миша, правда, если у тебя человек профильный борец, но у тебя в команде нет таких людей, которые тебя будут так же напрягать, тебя заводить в такие глубокие воды, ну, ты просто не знаешь этого, ты не сталкивался с этим, и видно, что было, вроде бы Али даже, сильную сторону он даже не смог использовать из-за того, что просто он постоянно ждал эти проходы. Это же еще самый эффект такой, ты когда даже, подсаживаешься, и тебе дышать даже тяжелее, потому что ты напряжен, у тебя нет легкости, ты, постоянно в фокусе, что он нет, да пройдет, и руки вниз спускаешь. Он же так его и подловил вроде, да, показал проход и зацепил по голове. Вот как я присоединюсь к Мише. Надо от соперника отталкиваться. Конечно, если у тебя соперник вообще не знает, что такое проход ноги, тренируй ударку без проблем. А если борец, я думаю, нужно работать с профильными борцами. Короче, если пригласишь теперь Саята на Сарбас подкаст, он у тебя был? Я приглашал, он отказался. Если он согласится потом, то у него будет претензия к тебе. Просто жди. Сколько людей, столько и мнений. Просто жди. Да, и... Вот все-таки действительно можно уже сразу с этого перейти как раз на UFC, потому что, в принципе, не знаю еще, что можно про Брейв сказать, но то, что Деридер еще тоже выступил успешно. Да, кстати, я так понял, его освободили от контракта в ONE FC, а там просто, насколько мы знаем, в ONE FC очень кабальные условия. Ты, можешь сидеть 5 лет без боев, но нигде не имеешь права драться, насколько я знаю. Да, они странные ребята, если честно. При этом они как бы и боев не дают. Не дают, и ты сидишь, драться, да. В Беллатор и остальные такие, да, более-менее крупные лиги, Брейв, например, тоже, были такие прецеденты, они дают возможность подраться тебе в другой лиге, если у тебя нет боев, если ты оговорил. А вот сидеть без боев, и я так понял, что и прошлые заслуги даже, не учли Деридера и отправили по сути же, Деридер проиграл только Анатолию Малыхину. Да, 2 раза всего лишь. Но он был до этого двойным чемпионом. Еще каким, и в грэпплинге хорошо себя проявлял. И вот, кстати, бой на Брейве показал, что у него, конечно, ударка слабая, потому что ему в стойке тоже поднакидали. Warriors. Ему в стойке поднакидали, но при этом, конечно, когда дело дошло до борьбы, то все уже, он там, конечно, съел соперника. А я не видел боя. Короче, да, в стойке он пропускает, но уже в партере не оставляет шансов. Просто да, вот у Warriors интересная лига, нету ростера, да, там люди приходят. И интересно, они когда-нибудь ведут. Я так понял, это, аналог RCC. Проводят турниры, нет, даже пояса у RCC. Да я бы сказал, что, не знаю. Локальная больше. RCC, потому что у них вообще медийка, нулевая. Да, я слышал, как ты ругал. Меня чуть бомбануло, что по сути, нигде, кроме там телеграм-канала Вестник ММА, результатов не было турнира. У них даже нету. У них в Инстаграме, я так понял, спустя 29 минут, 30 минут они закидывают. Им вообще, я так понял, арабам, неинтересно. Это же не от арабов, это тоже, опять же, зависит, я не знаю, просто кто у них работает там в самом деле. Хотя я поговорил с пресс-атташе команды Хабиба Камалом, и он мне сказал, что у них сейчас большие перемены будут, тоже там увольняют каких-то людей, берут каких-то новых людей, и скоро надо работать. Да, что над этим будут работать, надеюсь, что это правда. Возможно, да. Немножко грустно, они подписывают бойцов интересных, там много ребят непобежденных, много ребят со школы Абдулманата. Я так понял, у них, кстати, недолгосрочные контракты, это разовые все, да? Я так понял, потому что Али предложили разовый, я так понял, Деридеру, скорее всего, тоже разовый. Нету такого там на 4, на 5 боев. Может, они в ком-то, опять же, знаешь, может быть, с кем-то разовый, в ком они, там, уверены, кого у них надежды ставят, там, например, на хабибовских ребят, они, в принципе, наверное, с ними там на долгий срок, потому что тот же Амру уже там много боев провел. Да. Перейдем к UFC. Да, давайте. Да, кстати, фанили, это мы с тобой записывали Блиц. Ни один прогноз... Ничего не сбылось, да. Вообще ни одно. Тыгадык. С меня прогнозист ужасный, короче, я так понял. Меня Эдвардс нереально разочаровал. Просто, что... и еще интересно было, они в 3 часа ночи, да, я так понял, дрались, и Дана почему-то выбрал. Обычно все турниры, проводимые в Европе, нам удобно было смотреть, кстати. Pay-per-view, потому что продавали на этот турнир. Да, продавали, я так понял. И у Эдвардса отмазка была, что он утром дрался. Да, что он дрался ночью.
ночью, 3 часа ночи. И, утро. можно Ну, так ты и сказать. Пимблет дрался ночью. Ну, я имею в виду, да, и что он там всю неделю уставший ходил. Я спинал. Ну, он как будто правда был вообще... После второго или третьего раунда... Антирекорд поставил 6, 7, 8 тейкдаунов, да, он пропустил? Или 7? 7 из 8 было. Да, 7 из 8, до этого 6 тейкдаунов он пропустил от Усмана. Ну, здесь вообще просто Так его проходной головой как дом. воткнули его. Да, кстати, да, очень как сильно. его голова. Кстати, как думал, выдержала голова? Что вырубится после этого. Но удивительно, что он хоть и пропускал тейкдаун, сам при этом переводил. Очень был Да, и видно нестандартный было, бой. что запас как будто у него есть. Он, я не знаю, вот в 5-м раунде он чуть-чуть, и, может, прикончил бы Да, Мухаммада. да. Видно было, что человек... То ли это ему не надо уже, то ли что. Спину отдает, защищается, легко встает, легко. Ну, меня еще удивило, какой он дырявый в ударке А стал. у него новая... Вот это Да, что вот за защита? Вот это защита. Непонятная, И боксерская. ему Аль Канело, Беляль накидал. Просто такой вот Снизу. бывает же. И снизу. Снизу, да. Столько ему шляп. Он, главное, сам себе обзор закрыл, ничего не видит, и снизу, главное, пространство. Вот это Ну, просто деградация полнейшего урода, ну, в плане стойки. Слушай, может, знаешь, мне кажется, что это третий подряд его борец именно, да? И он, наверное, думает, что, Нет, типа, я уже думаю- от борьбы хорошо Нет, я защищаюсь. думаю, то, что бывает, вот мы сегодня с Эдуардом Гаем разговаривали, есть такие люди, которые дома не могут биться. Ну, не могут биться дома у себя. Он... вообще как будто на себя не был похож. Но при этом в партере он, вылазил легко. Ничего он ему такого, Мухаммад, не сделал. Да, вниз башкой воткнул один раз и пару раз там в стойку Шатнул, попал. да. А так, чтобы урон он ему за вот эти 20 секунд столько урона нанес, который Беляль там не нанес за 5 раундов. Но это как бы, с другой стороны, и фишка тоже Леона Эдвардса, потому что он умеет в конце раскрываться. То же самое с Камару, когда он закинул хайкик легендарный. Да, и речь уже легендарного тренера его тоже не сработала. В Да. 5-м раунде он уже говорил, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ну, вот это, то есть, меня вообще больше всего удивило то, что Билал его прижимал к сетке, а он не Пятился, отходил. он Да. даже не прижимал. Он просто вот выходит, сделал 2 шага вперед, раунд начинается, он сразу же назад отходит. Вот просто человек сам себя, можно так сказать, уже в проигрышное положение ставит. И там я не скажу, что, да, Миша, да, Беляль там прям запыханный был, что он не перевел. Он брал и легко поднимал его. Не было там ни одного прохода, чтобы там Беляль там раз проходил, не смог сделать, 2 проходил. Он либо проходил, там пройдет чуть-чуть вперед, не получается, встает. А здесь он брал, шарах, там 2 таких слэма было вниз головой, да. Вообще ужас, короче. Не, я реально разочаровался в Леоне. Я думал, сейчас в стойке он будет разбирать, если честно. Я думал, сейчас вот типа Билал Мухаммад будет вначале переводить, потом чуть устанет, Леон будет защищаться, со 2-3 раунда просто Либо будет наелся, получать. либо психологически перегорел. Там все вместе, короче. Да просто, не его день был такой. Да. Бывает. Или Ну, там- просто не пошло как будто, а в конце пошло, когда уже не надо было, чтобы шло. Такое бывает реально. То есть многие люди всегда там любят ставить крест на бойцах, а на самом деле... Нет, я имею в виду, на нем никто крест не Эдвардс поставит. еще и не такой просто, старый, на да, не такой старый. Просто насколько, да, был такой непоколебимый у него образ, да, что вот за 2 боя лучших борцы были намного лучше, чем Беляль. Давайте, быть честными, там люди, и они не могли его перевести. И настолько легко, когда переводил, и было понятно, что-то не то. А так, возможно, если реванш сразу дадут, другой исход будет. Переход, который я хотел сделать как раз с Амру Магомедова на UFC, состоит в том, что спарринг-партнер постоянно Амру Магомедова – это Усман Нурмагомедов. Усман, да. И когда ты вообще тренируешься там с ребятами из школы Абдулманап Нурмагомедова из зала Хабиба, то, в принципе, там каждый второй сейчас уже чемпион. То есть просто разных лиг. Кто-то чемпион Wire Warriors, кто-то чемпион Bellator, кто-то Bellator. чемпион UFC, кто-то чемпион Eagle, не знаю. Вот именно 70 у них топовая позиция. Амру, чемпион Wire Warriors, Усман, Bellator, Махачев. И вот они все 3 партнера. И Зайнуков тоже в 70. И такие. Там на весь. Да, там хочешь много ударник ребят. топовый, хочешь борец. Да, вот о том и речь. И, наверное, из-за этого как раз Белалу было удобно, потому что очень сильные спарринг-партнеры. И, в принципе, когда у тебя крутой лагерь, когда вокруг тебя ребята, которые там знают, как драться на чемпионском уровне, то ты сам от них почерпываешь. А мне кажется, у Леона Эдвардса с этим и проблема, что он немножко... У него лагерь очень крутой, я на самом деле прям следил. У него есть диетолог, один, Да. функционалки тренер,
по ударке тренер. Но вот по спарринг-партнерам у него не так их много. То есть, в принципе, наверное, надо было кого-то интересного Ну и искать. Беляль молодец, готовился же Да. и с Хабибом готовился. Я так понял, он раньше в Руфус спорте тренировался с командой Петтиса. Но он ушел сейчас, он с Тейлором тренируется. Ну и видно было, проработали, хотя смеялись, да, над его боксом. Но здесь он показал, что... Попадал тоже. А? Попадал тоже. Да, и здесь обсмеяли его, но он доказал, что и в ударке прибавил. Вот этот, просто элементарно включил IQ, и просто на защиту вот этой ракушки он бил апперкот снизу постоянно, и этот апперкот проходил. Но я бы не хотел, чтобы был реванш, если честно. Потому что в следующей очереди Шавкат, по логике, если там сейчас Ян Геринг, не знаю, и... тоже сейчас дивизион такой вот, для Даны много вариантов. И у него же спросили, можно ожидать незамедлительный реванш? Почему бы нет уже в Америке сделать? Он был вообще такой злой. Вот. У него Очень день рождения был в этот день, на самом деле. Да? Да. Ему... Может, подарок какой-то плохой подарили? А может, вообще ничего не подарили, все забыли. поэтому... Стопудово не подарили. Мы сейчас поговорим по Шавкату, у нас есть секретный гость. Вот, но перед этим еще надо сделать подводку к Шавкату. К Аспинал. Давайте Аспинал. Да, давайте Аспинал. Давай, окей. Том Аспинал. Я просто не знаю, что обсуждать. Нереальный очевидно чувак. было. Нереальный чувак. Не, вот такой Аспинал пройдет Джон Джонсу, я считаю. И такого Аспинала не дадут Джон Джонсу. Его будут солить до последнего, и либо Джон Джонс просто завершит А карьеру. мне кажется, что Джон Джонс просто не будет зарубаться. Зачем лезть? Только Аспинал хорошо борется. И Аспинал именно же не зарубается. И в этом бою он не зарубался. Он просто пробил через ручку одну серию. Ну, все равно Блейд что-то поверил в свою ударку, стал реально работать на короткой дистанции, и все, и получил сразу. Нет, там же они же двигались, и он просто резко Аспинал, в боксерской манере, двоечка с прыжка называется, и он резко сократил, и именно вот правая рука, и просто... и Блейдс также не сильно был потрясен, но он просто не понял, что с ним произошло. А он вообще ломается, Блейдс, когда какие-то важные моменты. Да, вот бывает же, нахер. мемы вчера видел, когда доходишь до босса, всегда легко. И вот именно у него со всеми бойцами все легко получается. И именно когда вот до финалочки доходит, второй раз или третий раз, да, он получается, что у него не получается. Но я думаю, сейчас будет... Я так понял, если Аспинал будет защищать свой временный титул, там следующий либо Волков, либо Ган. Сирил Ган. Но он уже сказал, что не хочет. Не хочет. Не, он не хочет уже защищать. И это глупость будет 2 раза подряд защищать временный титул. Прикольно. А чё? Я тоже немножко, на самом деле, неуважительно к Тому. Неуважительно, но Настоящий чемпион он. защищает пояс, пусть защищает. Ему какая разница, что он делает свое дело, зарабатывает бабки. Не знаю. И, кстати, у него не такой большой гонорар, блин. Беляль Мухаммад, со своим стилем очень зрелищным, почти, в 1,5 раза. Белал Мухаммад больше боев провел, чем Том Аспинал. Все равно, тяжелый дивизион всегда славился, что, их подписывают на других условиях. Я думаю, если сейчас там Дан выбьет тот же бой, не знаю, там Аспинал, Джон Джонс? Перейра. Джон Джонс просто, действительно, как будто Я думаю, мало. Перейре вообще не нужно пока что в тяжелом Я к тому, что тогда уже будет это прям денежный бой. А мне кажется, нормально. Легкая добыча будет для ребят. Надо просто с Аспиналом ножичку кидаешь в корпус, все, не подпускаешь. Сокер-кики закидываешь. Реально. Там это изи. Надо просто думать, как побеждать. Но это был бы громкий бой вообще. Прям, Я про это и говорю, что мне кажется, он заработает, когда будет бой с Перейрой. Он и удосрочит его. Да, возможно. Вполне возможно. Хотя Джонс пока никто не удосрочил. Кроме Мэтта. Нет, я думаю, Аспинал, Перейру. Перейру, окей. Да. Кстати, если говорить про Джон Джонса и Миочича, чем больше времени идет к бою, то есть чем больше он отдаляется... Тем меньше шансов у Миочича. Да, тем меньше шансов у Миочича. Он не уступает, он стареет, и Работает пожарником, спасает Это как в детстве тебя кто-то обижал, и ты потом просто ждешь. Да, что вот 30 лет пройдет, тебе там будет, не знаю, 40, а этому человеку уже 50. Я его накажу. Уже ты сильнее будешь. И вот в этом плане жалко, не жалко, обидно за Миочича. То, что он уже выйдет не в своей хорошей ему форме. какая разница, он пожарник, он заработает деньги, будет кайфовать. Он, в принципе, еще и ведущий UFC, то есть, да, у него с деньгами там нету проблем больших. А что он ведет в UFC? Тоже его приглашают же на передачу, Да? в принципе, Не как знаю. эксперта. Я, кстати, давно с инфоповода он выпал. Пропал, да, реально пропал. Про него не слышно, не видно. Интересно будет. А мне понравился Аллен. Капец, он Гигу обратно. Да, Чикадзе осадил, да? Вообще просто. Еще и в стойке, как всегда.
хотя говорил, что Алину вообще план на бой ставили, что нужно бороться, и он не послушал своих тренеров. Гига же типа один из лучших ударников дивизиона. Поэтому... Ну и то, что да, Ален так разобрал. Вот, блин, Алину, Эдвардсу надо с командой Алина тренироваться, нормально будет тогда. Мне кажется, и там Чикадзе, наверное, ожидал борьбу, все никак не мог, наверное. МБД ты смотрел, когда? И там Гига настолько уверен, там лапы в стиле Флойда Мейвезера он бил, и он настолько, наверное, недооценил ударку Алина, хотя он очень хороший ударник. Ну вот тоже очередной пример, когда с более-менее оппозицией Гига очень уверенно себя чувствует, а когда приходит топ, получается даже D-класс. Хотя, сравнить, да, кто такой Гига Чикадзе в кикбоксинге и какой ударник Алин. ММА есть ММА. Ну, Бобби Грин меня думать надо, он как Миша говорит, думать надо. Да, Бобби Грин, не знаю, да, честно сказать, единственный, кого мог пройти Пимблет в легком весе, это Бобби Грин. Он это сделал. Не, как бы я ожидал от Бобби, что хотя бы что-нибудь залетит от его быстрых рук. У Пэдди ужасная стойка до сих пор. У Миши лучше, блин. Я не знаю, как он бьется. Даже я не уверен, что Пэдди смог бы меня финишировать. Да? В партере. Там, блин, он сам Бобби залез в треугольник этот. Я, настолько самоуверенный был, наверное, что даже в партере не получится. Там, я не знаю, белый пояс сделал бы такой треугольник. Он ему даже рычаг локтя уже делал. Там рука выгнулась. Если бы он, не уснул, если бы не уснул, он бы постучал, скорее всего. Он просто... Зря я хотел, чтобы... Зря имя менял, получается. В смысле? Больше не король, он Кинг Грин. У него же, он поменял официальное имя в паспорте Кинг. Он сделался. У него тоже, кстати, вот это из-за пропущенных ударов, скорее всего. Не, я к тому, что Бобби Грин на ручках очень хорош. Типа настолько хорош, что я думал, хотя бы он где-нибудь зацепит, хотя бы какую-нибудь угрозу. Да нет, ты видел, как его Пэдди перевел? У Пэдди даже борьбы нету. Он просто его стянул, вот как... Так нет, он сам же туда залез. Да, я говорю, стянул его, даже не смог перевести. Ты мне говоришь, да нет, а в блице Бобби Грин нокаутирует. Я так и думал, по бою видно было. Блин, он там с первых секунд было понятно, сейчас за кадром он такой, удаляй. Нет, тут у меня правда не сбылось вообще ничего. Ничего, абсолютно ноль. Аспинал же очевидно был. Только Аспинал нокаутирует, да, ты сказал? Там на верочку, Там, да, очевидно, мне кажется, было. Перейдем к Макаеву КП. Да, самый, наверное, шумный бой. До боя. До боя. Это единственные люди, маленькие люди, которых успокаивали большие люди. Я первый раз видел, чтобы на перерыв выходили не только секунданты, но и охрана. Их охранники охраняли. И шума было колоссально, очень много. У Хабиба тоже не было разве охраны между раундами с Конором? Нет, не помню, что нет. Потом вбежали, надо настолько уже... быть глупым, чтобы в перерыве с друг другом драться. Есть же прикол. А они, видать, настолько думали, что они, возможно, могут подраться и в перерыве. Они же уже дрались 2 раза до этого, наверное, поэтому и подумали. Есть же это прикол, подрались, когда чуть не подрались, когда подрались. Да, чуть не подрались. Шума было колоссально много. Не подрались. Шума было колоссально много, уже 3-й раз говорю, но сам бой... Ты так тихо говоришь, что ты говоришь? Что? 5-й раз сказать, что... Шума? Шумный бой, шумный. Да, но при этом интересный прецедент, потому что впервые за историю UFC увольняют парня, который находится в топе. А кто еще? Рашид Магомедов, помнишь, выиграл крайний бой? Крайний, но не на серии из побед и в топе, то есть вообще прям... У него 6-1 был. Окей. Я к чему хотел сказать, что сейчас уволили Макаева, до этого Дворока, по-моему, уволили. И получается, что Асу без боев уже 2 раза поднялся в топе. Брат. Да. И у нас есть человек, который знает про Асу намного больше, чем мы все. Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира. Такие у нас необычные происходят фокусы монтажа. Эдуард, приветствую еще раз. Всем ассаламу алейкум, приветствую. Фанил. Главный специалист по Шавкату Рахмонову и Асу Алмабаеву, главный тренер команды Dart Team Эдуард Базров. Эдуард, давай сначала про Асу. Мы немножко поговорили про Шавката, потенциальный бой с Леоном Эдвардсом. Но давай про Асу Алмабаева. Есть какие-то новости у тебя?
Ну, первая самая такая значимая новость – это топ-15. Уже Ну, топ-14. Ну, можно сказать топ-14. А это когда да. выйдет? Сегодня? Во же? вторник. Во вторник? Тогда обновление будет, да. Поэтому, да, мы уже близко к своей мечте, к своей цели. Осталось, на мой взгляд, пару-тройков боев, и мы будем претендовать на пояс чемпиона в легчайшем весе. Мне просто редакторы обещали, что будет инсайт какой-то на программе. Не знаю. Нет, не будет. Я не редактор, ага. Не будет инсайда у нас пока? Ну, что бой дали? Бой дали? Ничего Да, себе. бой дали, да. На 19 октября. Официально. Да, уже официально И подтвердили. соперник есть. И соперник есть, да. Это Николау, такой хороший. Матеуш Николау. Да, такой хороший, да. Спортсмен, крепкий орешек. И он неплохой. 10 номер же, да? Да, он 10 номер, да. 9-й, наверное. Девятый сейчас. уже. Да, 10. Ну и Асу 14. Поэтому, да, хорошая новость. Получается, в августе в прошлом году Асу дебютировал в UFC. И за год он провел 3 боя. Динамика боев у Асу, она такая положительная, ускоренная. Поэтому я же еще раз повторюсь, все ближе и ближе к своей мечте, к своей цели. Поэтому на 19 октября будем готовиться. План работы расписан. Все готово. Остается только соблюдать режим, тренировочный план, сборы и отправить Асу, как обычно мы это делаем, к одним из самых лучших специалистов. Это Генри, Саид. Они уже там доведут, подведут, и будем ждать хороших новостей. 19 получается, это не Абу-Даби. Абу-Даби 26 же, да? Октября. Лас-Вегас. Америка. Вегас, да. Лас-Вегас. И опять это будет просто, ну, получается, Fight Nights Fight Nights, да, Fight Nights, да. у них на арене. Жалко, что не поставили на Абу-Даби. Да, все поехать смогли бы тогда в Абу-Даби. Болельщиков, карт. болельщиков много было с Казахстана. Мы спокойно поехали, без визовый режим. Но ничего страшного. Самое главное, что для UFC интересен Асу. Самое главное, что менеджера работают в правильном направлении. Есть бойцы, которые по полугода, по году ждут боев и никаких известий. Поэтому, значит, Асу интересен, значит, Асу может... не только на наш взгляд, но и на их взгляд добиться и показать хорошие бои, поэтому это очень хорошо. И все же любят активных бойцов. Получается, 3-й бой будет проводить в этом году. 4-й. Ну, в этом году. Третий в этом году бой, да. И они любят вот активных бойцов, которые погнали. Главное, если предложат после победы подписать контракт, подписывайте, ну, переподписать. А уже после этого боя переподписал уже он контракт. Уже новый контракт. Да. Следующий бой новый контракт уже будет у него. Вот. Просто, ну, мне кажется, действительно, кейс с Макаевым показал, что не стоит с UFC. Навязывать свои... Ну да, как будто бы стоит по их правилам играть. Ну, конечно, я сегодня только узнал. Я, честно говоря, не смотрю бои, я вот только наших соперников всегда смотрю. Асу соперников, Шавката. Мне сегодня Фаниль сказал то, что Макаева уволили или контракт с ним не продлили. Для меня это как бы чуть, не знаю, тоже хороший боец. Хороший такой парень тоже. Серия 7 побед. Да. Ну, нам тоже интересны такие бойцы, такие бои, поэтому... Ну, если так решило руководство, то у хорошего бойца всегда найдется организация, где он будет показывать все, на что способен. Но, конечно, UFC – это такая организация, к которой все стремятся, тем более столько он там боев провел, ярких боев провел. Поэтому, ну, пожелаем, конечно, удачи ему, чтобы самое главное – здоровье. Я думаю, что-то может поменяется, еще может его как-то оставят, не знаю, посмотрим. Да нет. Не поменяется. Если же ты же сегодня сам Да, говорил, разослали людям, которые составляют рейтинги, но обновляют каждый. чтобы не добавляли. Что Мухаммад Макаев из рейтингов исключен. Тогда что, не знаю, это уже на их усмотрение, наверное, у них у самих. Ты, Миш, думаешь, теперь куда он подастся? Не знаю, не, честно. Брейв? Может быть, Данный переиграет. В принципе, чисто теоретически такое может быть, что он потом скажет, что там... Верните. Ну, он, например, там Макаев какое-нибудь сделает заявление, что типа там Дана, там, извини, там, что разочаровал, не знаю, там, я готов там на ваши условия, и там Дана скажет, окей. Я в такое, в принципе, могу поверить. Ну, это UFC, это же такая организация. Были же, да, прецеденты такие, Яйру уволили. Да, ну, бойцов возвращали,
Вот, просто они потом проводили там несколько боев, вот так, чтобы прям уволили и потом сразу вернули, я такого не помню. Бывает такое, что, например, люди на допинге попадаются, с ними разрывают контракт и потом перезаключают. Ну, просто да, я говорю, вчера вот пресс-конференции, он, ну, Дана же, ну, я так понял, тоже хозяин своим словам, и он такой в утвердительной форме сказал, и сейчас менять свое мнение, ну, и при этом они, ну, голословно же объявили, что не добавляйте нигде, ну, никуда в рейтинге, я думаю, ну, то есть, время надо. Действительно, вот, понимаешь, в жизни постоянно, мы, кстати, в личном беседе тоже это обсуждали, что незаменимых людей реально нету, особенно для UFC, это типа большая машина пиара, и в принципе, чтобы... Да, они, наверное... Никто не заметит потери бойца. Рассудили, этот Стока боец, наверное, они же всегда рассуждают как с точки зрения бизнеса, он не приносит столько, сколько забирает на самом деле, да, и рассудили, наверное, потому что он вообще должен был драться в прелимах, да, и потом я у тебя увидел в канале, драться в мейне, потом... В ранних прелимах он, ну, прелимы закрывать должен. Изначально вообще, типа, говорил, что он должен был драться вроде в мейне. Потом его с мейна перевели... Из-за драки, да? Из-за драки, да, по-моему, в прелимы, и потом, короче, вообще чуть ли не в ранние, да, хотели прелим перевести. Да. Ну да, там... А там бой один отменился вроде, и потом у тебя в канале я увидел, что его перенесли. Там открывал он прелимы. Ну, вот так вот. При этом, да, человек в рейтинге высоко находится, идет на серии 7 побед в UFC. Да, конечно. Ну, да, я так понял, что не с точки зрения просмотров они добавили его. Бывает, что рейтинговых бойцов добавляют прелимы, чтобы смотрели прелимы. Хотя его бой ждали. Ну да, грустная ситуация, если честно, хотелось бы, чтобы Макаев в UFC остался, но реально надо понимать, что как бы, ну, ты дерешься там в самой главной лиге. Да, и вчера Асланбек Бадаев заявил, что, да, хотят подписать, ну, будут обращаться с предложением. Интересно, будет или не будет. Ну, в принципе, для любой лиги это сильное усиление, 57 килограмм. Просто как будто бы 57 килограмм такая очень шаткая лига, шаткий вес. Дивизион. Да, что надо вот очень там себя вести и либо интересно, либо ярко, и воспитанно точно, потому что уже Дональд сколько раз хотел этот дивизион закрыть, в итоге кто-то его постоянно спасал, типа Генри Сихуда. Но он тоже высказал, что видел, да, что, типа, возможно, мне обратно нужно будет спуститься и спасти этот дивизион. Пусть Седакова тренирует лучше. Да. Он же сейчас за него взялся. Че, он играющим тренером хочет быть по старости лет? Он же, я так понял, да, тоже многих тренировал. Фигередо он был играющим. Он помогал. И в какой-то момент Джона Джонса же они тоже там затаскивали. Ну, с Капитаном Америкой же они вместе были в одной команде. С Эриком. Эрик, капитан Америка. Как у Седакова все в порядке сейчас идет? Все отлично, да, все хорошо. Он настроен на переход полностью в ММА. Тренируется в Америке. В Чикаго был, с Генри виделся. С Абдель-Азизом договор у них есть. То, что он его будет вести. Он мне сказал то, что Абдель-Азиз ему посоветовал сначала на любительском уровне повыступать, а потом уже какие-то серьезные переходы делать, рассматривать. Потому что нецелесообразно сейчас переходить в такую лигу. Но я предложил ему, предложил ему очень хороший вариант, где за него возьмутся профессионалы в лиге на АЗ и будут вести его и подготовят его прям к UFC. Он сказал, что он подумает, он пообещал, что приедет сюда на сбор. И если он сюда приедет на сбор уже, ну, я попросил его, чтобы он с Шавкатом чуть мы поработали вместе. Он согласился, он дал согласие. И здесь на месте мы уже, наверное, с ним можем поговорить, объяснить ему всю ситуацию, картину. То, что мы можем предложить ему те условия, от которых он не сможет отказаться. И потом уже отсюда уже смотреть с нашей лиги дальше, что будет, как будет, пойдет ему, не пойдет ему. Потому что даже самый слабый соперник может такое сделать там, ударить там или какие-то... Недавно, короче, бой Агаю скидывал в Аресе. Радик Валиев бился. Ну, это «Ночь клетки», я, кстати, смотрю за этим каналом. И это довольно титулованный борец вольного стиля. И вот у него не пошло в ММА. Первый бой он бился, вот у него дебют был. Он и по любителям, я так понял, выступал. Ну, не пошло. Даже переводы не получались. Хотя в вольной борьбе он довольно титулованный спортсмен. Ну, в ММА другая борьба совершенно. Надо перестраиваться всегда. И тренерам тоже я всегда говорю, чтобы они тренировали не как вольников. Он просто говорит, в вольной борьбе довольный. Он сказал, довольно титулованный. Ну, он сейчас призера мира, двухкратного чемпионата, сейчас выиграл он на тренировках моего ученика. Хотя он борется в 57.
Сам весит 50. Да, сам весит. Фаниль со своими 90. 90 какой дядька на него налетел. Иди сюда. Он мне, знаешь, что рассказывал? Говорит, в баттербол играл, и там против него, на него напал с вольной борьбы какой-то сборник, 400 килограмм, говорит. Он говорит, я победил. Ну, видео же есть. Ну, там не 400 килограмм было. 800. Ну, примерно, да. Тонна была. Бодибилдинг, сила. Качайтесь, ребят, тогда будете сильными и сможете тонну поднять. Давай теперь про Шавката Рахмонова. Ты по-любому смотрел бой Белала Мухаммада и Леона Эдвардса, потому что это потенциальные соперники. Шавката, мы немножко с ребятами тоже уже это обсудили, хочется твое мнение услышать. Просто мы с тобой, по-моему, говорили до этого, я не знаю, это было у нас в интервью или нет, по-моему, на Вестнике это было. Ты говорил, что у Леона, тебе рассказывали ребят, которые тоже там рядом, что все в порядке с борьбой, но как будто бы все было плохо у него. Ну да, я до этого, у меня ребята были, которые лагерь проходили в Лас-Вегасе, это вот Батыр Жукимбаев, он с Кроуфордом проходил лагерь, и они там в одном зале вместе тренировались, и он мне сказал, что у него очень сильная команда, чтобы мы были начеку, там чуть ли тренера там и по боксу есть, и по муай-таю есть, и по борьбе, и все. И исходя из того, что и крайние бои Эдвардс с Усманом, Усман тоже считается хорошим борцом, очень удачно защищался от тейкдаунов, сам где-то переводил. Исходя из его крайних боев, я смотрю, и он очень хорошо чувствует себя в плане борьбы. Его крайний бой показал, что у него очень большие проблемы. Проблемы связаны с тем, что он не выдерживает прессинга. Оказывается, он прижимается к клетке, он не может работать первым номером так, как он должен был работать как чемпион. Он не может биться дома, на него давят стены. Я более глубоко к этому вопросу подошел. Есть люди, которые дома они не могут биться. Поэтому он был сам не свой, то ли перетренировался, то ли подготовки не было должного внимания к спарринг-партнерам, которые с борьбой. И он и в ударке проигрывал. Он пропускал удар как очень, не знаю, для меня этот бой был вообще такой. Я 60/40 давал в пользу Леона. Для меня этот бой чуть-чуть такой был какой-то непонятный. В том смысле, что Леон был сам не свой. Но что-то ему мешало раскрыться или что-то ему мешало работать так, как он работал в предыдущих боях. А Белал именно вышел побеждать. Он вышел делать то, на что он способен. Вот что у него было, он все вот выложил. Максимум. Как он сказал, они разобрали Леона. Помогал ему Хабиб в этом. Помогали ему его тренера, которые изначально вели его. Он показал хорошую ударную технику, показал очень хорошие моменты из вольной борьбы. Поэтому переиграл во всех аспектах, во всех моментах. И он настоящий чемпион. И именно с такими настоящими чемпионами мы хотим драться, мы хотим биться, мы хотим выступать. Мне кажется, если один из вариантов UFC сделают бой Шавката и Белала, то это будет очень хороший, красивый, зрелищный бой, потому что я думаю, что Белал будет готовиться, Шавкат будет готовиться, и я думаю, мы увидим не такой бой, как был сейчас, это будет совершенно другой бой, совершенно другие скоростя, и я думаю, этот бой важен для нас, так как мы можем стать обладателями пояса. Мне кажется, тоже, знаешь, интересный вопрос. У Шавката все бои досрочно, 18-0. У Белала Мухаммада в основном все решения. У него в последних 5 боях одна только победа досрочная, и то там была остановка. Сможет ли Шавкат финишировать Белала? Ну, Шавкат охотник, он финишер, он финиширует всех своих соперников. Ну, даже в разговоре с Шавкатом всегда, и он не стремится финишировать, он просто ведет бой, как он идет, он стремится просто победить. И для нас, я еще раз повторюсь, я всегда это говорю, не важно, что он завершит этот бой досрочно, хотя вероятность большая, или он забирал спину ему пару раз, Мухаммаду Белалу. Но Шавкат не Леон, Шавкат работает чуть по-другому, поэтому моменты есть, над которые он
пропускал тоже Билал дыры, как говорится, в обороне. И этими моментами надо пользоваться. У меня в голове уже есть примерный план боя, примерный план работы с Шавкатом на Билала. Поэтому, возможно, финиширует. Но главное привести пояс, чтобы руки подняли Шавкату. Мы на это будем стараться, на это будем надеяться и работать в этом ключе, чтобы мы смогли наконец-то закрыть большую такую дырку, как говорится, чтобы и в Казахстане был пояс UFC. Мне кажется, интересно сегодня получилось с секретным гостем. Эдуард, спасибо. Не за что. Всегда, пожалуйста. Ты что так смеешься? Чего я не смеюсь? Что-то воды сегодня нет. У него глаза блестят. На языке что-то нет сегодня. Да уж. Надо было вместо тебя сажать Эдуарда. Жалко, что Дидар там сидит. Дидар, можешь поменяться с фамилией? У самого глаза блестят. Еще один, плачешь? еще один секретный гость, да. Поезд в Казахстан едет, а у тебя даже глаза не блестят. Вот, Миша, ты тогда говоришь вот так неприятно. аж Он в бывает. пути. Ты думаешь, Ну, почему у едет? тебя не... А я хочу, когда Миша, приедет... думаешь, едет, да? Мне кажется, что да. А? Ты прям уже... Да вот, Миш, твой прогноз в случае Беляля Ну, и Шавхат. мне кажется, что точно Шавкат себя интереснее покажет, чем Леон Эдвардс. Я вообще не Я понимаю, думаю, что он досрочно. делал. Я тоже вот вообще... Потому что вот, правда, Эдвард забирал спину, ну и то ли навыков, то ли умений. Ну, у Беляля, что мне нравится, вот у него есть характер, а вот, ну, вот эти все аспекты у него довольно на среднем уровне, да. Ну, борьба не самого высокого дышит класса. тоже хорошо. Дышит хорошо, да, вот. А если Шавхат спину заберет, ну, он сделает свое дело. Ну, я уверен, процентовки 90%, я уверен, что если отдать ему такой шанс дать, Шавхат закончит бой. Вот и заблестели у тебя глаза. Боржоми выпей. К этому и вели. Друзья, спасибо всем, кто смотрел сегодняшний Найзадай. Не забывайте подписываться на социальные сети всех, кто сегодня был. Во-первых, это Дидар. Его сейчас нету в кадре, но мы вставим какую-то его фотографию. Вот здесь. Да, мы тебя помним. Всегда говорит, ставим, никто ничего никогда не вставляет. Главное же сказать. Окей, дальше. Эдуард Базаров. Подписывайтесь. Главный тренер команды Dart Team. Подписывайтесь на его социальные сети. Видите, какие инсайды он с собой приносит. Возможно, кстати, если вы будете следить за его инстаграмом, он там постоянно снимает тренировки, делает им каждый раз какие-то интересные названия. Да, и прямых эфиров. Прямых эфиров я... Фанилия часто закидываю в прямые эфиры, как он там Канат уже тянет. на износ. Не танцует, а канат Когда тянет. на него камеру наводишь, он сразу начинает хорошо делать. всё. Причем ты его даже не включаешь. Да. Все, не проверяешь. Блин, Фаниль. Окей, и, конечно же, Фаниль Рафиков, наш двойной Посмотрите, какой чемпион. загар ровно. Смотрите. Двойной чемпион. Сейчас он тоже смеется, 27 октября защита у него. Вот так, будет. да, защита будет. Двойной чемпион, двойной загар. Да, двойной загар. Вот белая сторона черная. Так хорошо загорел. Болтал. Друзья, во-первых, совсем скоро у нас будет анонс турнира, который пройдет в Октау, скорее всего, 27 августа. Следите за соцсетями Лиги Найза. Кроме того, с 15 августа тоже, скорее всего, начинает выходить наше реалити-шоу, в котором Фаниль Фархатович выступает в роли тренера, играющего в игры на телефоне. Counter-Strike. Вот, короче, много всего интересного. Подписывайтесь везде, пишите комментарии, кого нам еще пригласить в виде секретного гостя. Всем пока. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас.